В активной стадии сейчас проходит бюджетное планирование, и на следующий год Минфин намерен привлечь в республику 2 миллиарда субсидий. Это 39 направлений. По ряду из них, где требовалась подача предварительной заявки, процедура согласования с Москвой уже пройдена. Например, это область сельского хозяйства, проведение кадастровых работ и предоставление жилых помещений детям-сиротам. Продолжается процесс утверждения по трансфертам на дорожное строительство. Глава Коми поручил своему кабинету министров держать эти вопросы на особом контроле, продолжая тесное взаимодействие с представителями республики в федеральном собрании и ведомствами. Понятно, что всех денег нам не дадут, но в части отстоять определенные направления, которые сегодня крайне важны и нужны, и которые требуют серьезного, так сказать, подхода в капитальном ремонте, в виде реконструкции, мы с вами должны заявиться. Ну и более того, значит, дорога Сыктывкар-Нарьян-Мар активно в сегодняшний день финансируется бюджет НАУ, да, а у нас мы все делаем за собственные средства. Значит, это тоже не подход и не пойдет. Это тоже одна из тем, которые требуются для обсуждения. И понятно, что часть материалов, которые нам требуются, мы завозим зимой, значит, поэтому определенные торги, которые требуются по будущему обеспечению строительной деятельности, должны проводиться в том числе и в зимнее время. Учитывая, что у нас работают зимники, нам нужно фактически сместить ряд акцентов, в том числе финансовых объемов именно вот в этот период, потому что здесь тоже важная составляющая. Мы отличаемся от природно-климатическими условиями от центральной части, от южных районов, поэтому здесь тоже должна быть учтена и наша специфика с учетом проведения дальнейших работ. Напомним, ранее в результате активной совместной работы Сергея Гапликова с федеральными органами власти условия софинансирования для Коми были существенно улучшены. Так, в частности, часть средств республиканского бюджета удалось высвободить путем их замещения федеральной составляющей. Важная для региона поправка принята правительством России на период 2018-2020 годов.